Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Массовая гибель птиц произошла возле Эгинского наслега Верхоянского района Якутии. Как сообщили в единой диспетчерской службе района, гибель примерно 50 пернатых обнаружили местные жители у озера Байбал-Кюль. Из Батагая выехали инспекторы охраны природы. Согласно информации, жителям наслега запрещено пить и употреблять в виде технической воду из озера. В аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку с сотрудниками авиационной безопасности. Как сообщают «Вести» с ссылкой на очевидцев, нетрезвый мужчина начал буянить на борту прямо перед вылетом. Экипаж принял решение высадить дебошира. Уже спускаясь по трапу, тот неожиданно ударил по голове сотрудника аэропорта. Позднее сотрудники обратились с заявлением в органы правопорядка. Проводится проверка. Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», направлявшийся из Якутска в поселок Батагай Верхоянского района, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал. Для расследования происшествия совместно с надзорными органами создана комиссия, по итогам работы которой будет установлена причина поломки двигателя. Ранее мы сообщали, что план по поэтапному списанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-2 и вертолетов Ми-8 принят на совещании у исполняющего обязанности председателя правительства республики Владимира Солодова 5 июля. Прокуратура республики начала проверки по отключению электричества в Якутске и ряде районов. Под ограничением оказались более 37 тысяч жителей Центрального энергорайона, включая город Якутск, Горный, Мегино-Кангаласский, Татинский и другие районы. В этой связи прокуратура республики с привлечением Ленского управления Ростехнадзора организовала проверку соблюдения законодательства об электроэнергетике. Завершена проверка по факту аварии 28 мая 2018 года, где установлено, что вследствие шквалистых порывов ветра произошло всего 428 аварийных отключений воздушных линий электроэнергии. При этом в нарушении требований действующего законодательства 69 вышеуказанных аварийных отключений устранено с нарушением 24-часового срока. Вследствие шквалистых порывов ветра произошло падение 54 опор из-за их ненадлежащего технического состояния. По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес ПАО «Якутскэнерго» представление, а также возбудила в отношении виновных лиц административное производство по статье 9.11. Житель Якутска приговорен к 4 годам лишения свободы условно за разбой. Злоумышленник ударил женщину в челюсть и отобрал у нее сумку. Как сообщили в пресс-службе Якутского городского суда, преступление было совершено в мае. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома по улице Курашова, столицы республики, мужчина увидел заходящую в подъезд женщину с сумками на руках. Зайдя вслед за женщиной, он ударил ее кулаком в область нижней челюсти, забрал сумку и скрылся с места преступления. Подсудимый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста. Проект будет проработан к декабрю 2018 года. Таким образом, планируется защитить трудовые права работников предпенсионного возраста, не допустить увольнения и отказа в приеме на работу по мотивам, не связанных с профессиональными качествами, а также способствовать искоренению стереотипов предвзятого отношения к пожилым. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Игорю Подпорину, который в Третьяковской галерее повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Вандал будет арестован до 26 августа. Ранее прокурор заявила, что ущерб картине Репина составил не менее 30 миллионов рублей. Напомним, 26 мая 37-летний мужчина нанес несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст был поврежден в 3 местах. В день всеобщих выборов в Пакистане прогремел взрыв возле избирательного участка в городе Кветта на юго-западе страны. Погибли не менее 29 человек. Подробности в репортаже Рейтер. Мощный взрыв прогремел в среду возле избирательного участка в городе Кветта на юге-западе Пакистана. По словам врачей, погибли 29 человек, еще 35 получили ранения. Целью злоумышленников, как считают сотрудники правоохранительных органов, был полицейский фургон. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная экстремистская группировка «Исламское государство», рассказывает один из очевидцев.
Я проголосовал на избирательном участке, немного утомился и зашел в магазин, чтобы купить чего-нибудь попить. Когда я из него вышел и сделал пару шагов, раздался взрыв. Мы упали на землю, многие люди побежали. Минут через 10, когда суматоха закончилась, мы начали помогать раненым. В Пакистане в среду проходят всеобщие выборы в Нижнюю палату парламента. Безопасность на избирательных участках обеспечивают свыше 370 тысяч военных, почти в 5 раз больше, чем на прошлом голосовании в 2013 году. По данным опросов, борьба развернется между тремя основными политическими силами в стране – Пакистанской мусульманской лигой, Движением за справедливость и Пакистанской народной партией. Однако ни одной из них не удастся набрать простого большинства голосов. На этом пока все. Берегите себя.